хочу высказать свое ощущение, как свидетель многих событий, как человек, который знает нашу общую историю, историю Украины, украинцев и Чечни, чеченцев. Мы все пережили этапы колонизации наших стран, наших народов. Это мы уже все знаем. А что может способствовать тому, чтобы мы вышли из этой ситуации и стали свободными, независимыми странами и нациями? Это то, что начали делать мы в 1994 году, и это то, что делает Украина сегодня, начиная с 2014 года. Возможно, какой-то этап украинцы пропустили, не сделали то, что должны были сделать, чтобы укрепить суверенитет, государственный суверенитет, национальный суверенитет. 25 лет прошло на то, чтобы следовать обхаживанием России этой страны. Россия обхаживала Украину, потому что они понимали, если не будет Украины в составе вот этой империи, то империя перестанет существовать. А для того, чтобы возобновить и восстановить былую Российскую империю, в последующем она была переименована в Советскую империю, и так называемая псевдодемократическая Российская империя была вынуждена начать с нас. На самом деле Чеченская республика Ичкерия, она стала свободным, независимым еще в бытность СССР. В 90-е годы, когда были приняты законы в апреле месяце, уравнивающие союзные республики с автономными республиками, и на основе этих законов и Украина провозгласила свою независимость, декларацию о государственном суверенитете. Сама Россия сделала это. И Чеченская республика тоже приняла декларацию о государственном суверенитете, основываясь на той правовой основе, которая была заложена в советский период. Мы знаем, в международных отношениях существует два принципа. Принцип территориальной целостности и принцип права народов на самоопределение. И Организации Объединенных Наций часто говорят о том, что эти два принципа идут в противоречие. Это неправда, они не идут в противоречие, когда следуешь законам и внутренним законодательством, которые не противоречат международным принципам и нормам. Вот этот случай был как раз у нас. Внутреннее законодательство того государства, Союза Советских Социалистических Республик, сделал так, чтобы мы стали и приняли декларацию о государственном суверенитете. Я был свидетелем этих событий, так же, как многие присутствующие здесь, наверное, тоже помнят это. Я был свидетелем, когда принималась декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. Это происходило под давлением центра. Установка была привести внутреннее законодательство в соответствии с центральным законодательством. То есть нужно было избавиться от клише Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая республика. С принятием этой декларации Чечено-Ингушская республика освободилась от этих клише и стала равнозначным союзным субъектом того государства. И мы в 1991 году наравне с Украиной, с Россией, с Грузией и с другими странами готовились подписать новый Огаревский союзный договор. Наша делегация находилась в Москве. Но тогда известная ГКЧП прервала это мероприятие, это событие. И после этого, через некоторое время, СССР распался. И мы стали, на самом деле, с одним из свободных демократических государств. Чечено-Ингушская республика отделилась на основе декларации всех депутатов уровня. Они приняли решение создать республику в составе Российской Федерации. Этот факт был признан и тогдашним СССР, и тогдашним руководством России. Я не буду сейчас останавливаться, и почему я провел вот этот экскурс. Россия свою Конституцию приняла на год позже, чем Чеченская республика.
Мы свою конституцию приняли в 92 году. Россия приняла конституцию в 93 году. И принимая свою конституцию, Россия наглым образом вписала Чеченскую республику как субъект Российской Федерации. Сегодня украинцам это очень знакомо. Мы знаем, как проводятся референдумы и как включаются целые регионы в состав Российской Федерации, что и было сделано несколько лет назад. Сегодня это вам понятно, но тогда, к большому сожалению, не все понимали, что происходит в России и что делают чеченцы. Мы пытались тогда спасти всех нас, но, к большому сожалению, мы были оставлены один на один с этим монстром. Но я буду не до конца честен, если я не скажу, что единственная страна, единственная нация, скажем так, не страна, единственная нация, которые пришли к нам на помощь, это были украинцы. И мы об этом помним. И мы никогда это не забудем. Да, их было немного, но они были. Точно так же в свое время, как в 30-е годы, в период Голодомора, как украинские женщины отправляли детей в сторону Кавказа, в сторону Чеченской республики и говорили, вы там найдете спасение. Многие пришли туда. И сегодня в наших селах очень много украинцев. Да, они говорят на чеченском, да, они приняли ислам, они исповедуют религию, но это украинцы, и мы знаем это. И поэтому, когда началась трагедия Украины, первыми, кто пришел на помощь украинцам, это были чеченцы в 2014 году. И по сей день сегодня чеченцы находятся здесь и вместе с вами отстаивают нашу общую свободу. Я это подчеркиваю, нашу общую свободу. Только победа Украины – это залог гарантии и деоккупации нашей страны, и свободы чеченского народа, и не только чеченского, а всего Кавказа. Так как наш круглый стол обозначен в свете событий на Кавказе, я должен сказать, что именно из-за войны в Украине многое изменилось и в кавказских регионах. В 2023 году мы создали и провели третий съезд народов Северного Кавказа. Это происходило в Брюсселе, в Европарламенте. И мы создали комитет по восстановлению северокавказских государств. На чем мы базировались? И опять-таки, как складывается ситуация в истории наших двух народов. 2018 год, я только что говорил вашим коллегам, я нашел, в 2018 году был, оказывается, подготовлен проект соглашения между Горской республикой, которая после развала Царской империи восстановила свою государственность, и Народной республикой Украины о взаимодействии. Они не успели, упразднили и разрушили и Украинскую Народную республику, и в последующем Горскую республику. Но сегодня мы в 2022 году снова вернулись к этому. Сегодня вооруженные структуры Чеченской республики Ичкерия и вооруженные структуры Украины подписали соглашение о совместном отражении российской агрессии, о создании силовых структур вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия в Украине. И это сегодня работает. И поэтому я уверен в том, что до тех пор, пока мы помним себя и помним свою историю, у нас есть будущее. Как только мы забудем и свою историю, и прошлое, и какой ценой нам и нашим предкам удавалось сохраниться как этнос, мы потеряем все. Но благодаря вашим предкам, благодаря нашим предкам, украинцы очень хорошо помнят свою историю. Украинцы помнят, кто они такие. И точно так же и чеченцы помнят. И я уверен в том, что вот то, что мы сегодня закладываем здесь и для освобождения других колонизированных народов России, оно будет иметь развитие, и оно будет иметь последствия. Я в этом абсолютно уверен. Я глубоко благодарен руководству областной рады, глубоко благодарен и все исполнительные структуры Украины, которые сегодня очень жестко выдерживают вот этот натиск. И вы не одни сегодня. Украинцы, вы не одни. Сегодня право за вами, правда за вами.
и Всевышний на вашей стороне. Я уверен, что мы в этой войне победим и отстоим и нашу, и вашу свободу, и не только нашу с вашу, и весь свободу всего цивилизованного мира. Спасибо вам, дорогие, спасибо за то, что вы есть, спасибо за то, что вы продолжаете борьбу. И знаете, мы с вами до конца пойдем, иншаллах. Слава Україні, свободу Ічкерії. Дякуємо. Шановне товариство, агресія, яку зараз переживає Україна, дуже співзвучна з тими подіями, що відбувалися у Чеченській Республіці Ічкерія під час Першої і Другої чеченських воєн. Цей аналіз для нас є надзвичайно важливий, а ще більш важливо, і за це дякуємо, що справжні герої з Ічкерії сьогодні продовжують боротьбу в Збройних силах України. Я хочу нагадати товариству, тут є багато людей, які цікавляться цією тематикою, що Верховна Рада України 18 жовтня 2022 року прийняла постанову про засудження збройної агресії Російської Федерації проти Чеченської Республіки Ічкерія. Ця постанова є також надзвичайно важлива. Наша подія відбувається в переддень ще однієї історичної події, для нас важливої, для тих представників Західної України, завтра 1 листопада, ну а також для наших друзів. 1 листопада 1991 року обраний президент Джохар Дудаєв видав указ про оголошення суверенітету Чеченської Республіки.